ГСП онлайн. Городские новости сейчас. 10 марта в детском парке отвели под детскую масленицу. Вариант всенародного праздника для маленьких и родителей собрал порядка 1000 человек. Все омрачилось ЧП. С козырька над центральным входом в Центр творчества обрушился огромный пласт снега. Часть белой лавины погасила защита непосредственно перед дверью, остальной массив рухнул по бокам. По несчастливой случайности засыпала женщину в возрасте. Администрация центра тут же начала разгребать завалы, вызвали экстренные службы. Самое непосредственное участие в помощи приняли бойцы военно-патриотических клубов «Барс» и «Пересвет». Например, Анатолий был одним из парней и непосредственным очевидцем всех событий. Я обеспечивал сборку-разборку автоматов. И в момент схода снега, конечно же, удивление, что так произошло, потому что было все ограждено именно киперкой, что там опасно, лучше там не ходить. И, к сожалению, оказалась женщина там, которую присыпала снегом. Сразу же была незамедлимая реакция подойти, помочь. Именно воспитание, активная гражданская жизненная позиция, что нужно помогать всегда и во всем. И, конечно же, мы показали себя с лучшей стороны, что не дали именно людям снова попасть под такой инцидент. Именно обеспечили живое ограждение. Администрация Центра творчества комментирует, что такой массовый исход снега здесь случается впервые. Обычно все же частями, а не весь козырек. Учитывая теплую погоду, это ЧП может быть предвестником других проблемных ситуаций. Съемочная группа прошла по городу. На многих крышах снега хватает. Опасные участки также не пришлось долго искать. Ситуация в Центре творчества имени Корчевского привлекла еще большее внимание к вопросу сугробов на крышах в теплую погоду. Например, мы сейчас стоим рядом с медицинским училищем. Если мы поднимем глаза вверх, мы увидим огромный сугроб, нависающий прямо над углом. С него, кстати, вот капает сейчас вода. Внизу проходит оживленная тропинка, один из выходов парка Кио. Несмотря на то, что здесь установлены предупреждающие таблички и протянута ленточка, мы видим, что она лишь до угла. Соответственно, если ты стоишь или невнимательно идешь, как я сейчас, то тебя вполне может завалить этим сугробом. Резонный, часто повторяемый вопрос, куда смотрит администрация города. Спрашиваем управление ГОЧС. Отвечают, дабы оперативнее контролировать проблемные точки, в этом году создали группу в социальной сети «Чистая крыша». Здесь каждый горожанин может выкладывать фото и конкретные адреса с потенциальной опасностью. Сведения переправляют УК или собственникам здания. Контроль за уборкой также присутствует. После звонка в управляющую компанию или в соответствующую организацию оперативно дежурный тут же выкладывает информацию, куда передано это сообщение, куда мы отправили фотографии. И, соответственно, мы мониторим данную ситуацию по чистке крыши, когда она будет произведена, и вся эта информация выкладывается у нас на сайте. То есть сообщают нам, что будут, допустим, там 6 марта делать очистку, 6 марта делается контрольный звонок, и, соответственно, если произведена очистка, мы это тоже все это вносим. Люди уже видят, что работы по их информации произведены. И если вдруг все-таки, поскольку мы сами-то не видим, мы не можем, да, мы доверяем тем, кто нам эти сообщения поставляет, люди идут, смотрят, если все-таки нас поставили, да, нас обманули, так скажем, да, или нам неправильно дали информацию, то они тут же пишут, что на самом деле там ничего не почищено. В комментариях под новостью об обвале снега у Дома пионеров часто можно прочитать, как дирекция допустила такое, тем более во время заранее известного массового праздника с детьми. Директор комментирует, что загодя были натянуты ограждающие ленты. Кстати, сейчас зону с ними еще больше расширили. Объявления о возможной опасности тоже присутствовали, что касается заявки на уборку заранее. Крайняя заявка была составлена 7 числа, это в четверг. Запланировано ввиду загруженности горзеленхоза именно на сегодня, сегодня с утра, но видите, мы опоздали где-то там на день. По предварительной информации, во время обвала снега пострадала только женщина. Сейчас ее осматривают медики. Неподтвержденный диагноз растяжения голеностопного сустава. Администрация центра и города находится в постоянном контакте с близкими Ухтенки. Но у нас сегодня запланирована встреча с одной из родственниц пострадавшей. В частном уже порядке будем решать, каким образом администрация Центра творчества и, наверное, управление образования вообще может каким-то образом помочь. Но после этой встречи уже будет ясно, как конкретно. Но в любом случае мы с себя, повторяя, ответственности не снимаем, да, и готовы всячески
оказать человеку в лечении, либо в каких-то других вопросах. На момент работы съемочной группы 11 марта в центре Корчевского работают специалисты Горзеленхоза. Они счищают ледяные глыбы с торца одного из частей здания. Кроме этого, убран потенциально опасный снег с кровли над козырьком центрального входа, сугробы на других частях здания, наледь. В самом учреждении сейчас ведутся проверки.